Регионы России продолжают принимать беженцев из Украины. Северная Осетия не является исключением. По некоторым данным, на сегодняшний день число мигрантов в республике составляет около 70 человек. Для того, чтобы уберечь детей от опасности и переждать волнения в Украине, Надежда Миленная по настоянию брата приехала во Владикавказ. Однако из-за ухудшения обстановки приняла решение остаться в Осетии и обратилась в миграционную службу. Небольшой вагончик был убежищем для Надежды, ее дочери и внучек до сегодняшнего дня. Россия теперь наш дом, да. И, наверное, сегодня второе наше рождение. Столько всего мы за день, столько впечатлений, столько всего. Вскоре Надежда написала письмо с просьбой о помощи на имя главы Северной Осетии Таймураза Мамсурова. В письме она рассказала, что ее дочь была замужем за осетином Олегом Мамиевым. Молодая семья жила в Осетии, девочки родились тоже здесь. Но 2 года назад Олег Мамиев погиб в автокатастрофе, и Люба вернулась обратно с детьми в Украину. У младшей девочки врожденный порок сердца. Украинские врачи отказали ребенку в лечении, и Любе пришлось бросить все и податься на родину супруга. Реакция Таймураза Мамсурова оказалась незамедлительной. Так получилось, что земля Осетии перенапряжена беженцами. В начале 90-х годов более 100 тысяч приняли, они здесь. Это, конечно, тяжесть большая для республики, но судьба человека для нас важнее, чем какие-то другие проблемы. Значит, я попрошу городскую администрацию, учитывая, что малые дети и то, что статус, который вы имеете, позволяет нам принимать такие решения, я попрошу, чтобы очень быстро, может быть, в ближайшие дни, они решили вопрос с временным жильем, чтобы крыша над головой была. Вот. Посмотрите, та временная работа, как вы говорите, которую вы нашли. Если она устраивает, то можно продолжать работать там же. Если городская администрация предложит какой-то другой вариант, вам об этом скажут. Вот. Ну и начинайте, посмотрим, как жизнь сложится. Жизнь по-разному у всех складывается. В любом случае, будем надеяться, что разумные силы возобладают на Украине. В ходе приема Надежды Миленной глава республики Таймураз Мамсуров распорядился о выделении комнаты для ее семьи в общежитии. Столь необходимую жилплощадь ей выделили практически сразу. 18 квадратных метров. Временное жилье для Надежды, ее дочери и 2 внучек. Не ожидала, что это так быстро произойдет, что мои дети будут иметь маленький уголочек. Я очень всем благодарна. Но здесь повеселее, получше, да, наверное? Да, переживаю сильно. Ну, уже пойдет, и думаете, наладится уже как-то? Да, я думаю, что у нас будет очень все хорошо. Комната пока не обставлена. Руководство города готово обеспечить переселенцев всей необходимой мебелью. Помогут и с трудоустройством. Любе, дочери Надежды, уже предложили работы в детском саду. Туда же устроены и 2 ее внучки, Надя и Лариса. Фатима Макиева, Самас Шипшев, Осетия ТВ.